Я с Витей была в городе. В это время я попросила соседку, значит, если он уснет, чтобы она его разбудила. Но когда я пришла, соседка была уже в комнате, Витя подбежал к нему и, как всегда обычно, потеребил его за ухо и попросил, чтобы папа встал. Ну, он встал, поцеловал Витю и сказал, что я уже готов, как всегда. Это был обычный рейс Мары-Кушка. Машинист уходил, чтобы после короткой разлуки вернуться к семье, к товарищам. Как всегда. В эту мартовскую ночь поезд номер 202 первым вел машинист Лебедев. Вот что он говорит. Последнюю поездку мы с ним уезжали 23 числа, там было по графику. Я ехал действующим на Пушку, он отдыхающим с Анатолием Сазоновым. До Свережей я доехал из Мары. В Свережах он пришел принимать тепловоз с Сазоновым Анатолием. Приняли у нас тепловоз, мы пошли в вагон отдыхать, а он должен был вести этот поезд до Пушки. Ни пассажиры, ни машинист не могли предвидеть беды. Когда луч прожектора выхватил из ночи поток воды, в распоряжении машиниста оставалось 15 секунд. 15 секунд. Ни один из пассажиров не получил даже царапины. Но не вернулись в свой дом два человека – машинист и его помощник. На 218 километре, ввиду размыва Пушки речки, промыло путь и получился несчастный случай, где погибли наши товарищи Шамурадов Кули и Анатолий Сазонов. Как они не доехали до Пушки. В 10 часов вечера мы были вызваны на ликвидацию крушения пассажирского поезда на станции Тахтабазар. В 2 часа дня мы уже были на месте. Значит, ну что мы там видели? Мастер восстановительного поезда Иванов. Это вот будет станция Тахтабазар. А до места крушения, значит, расстояние составляло 6 километров. Ну что мы там видели? Когда приехали на место, уже была сделана обводная для работ. А тут, значит, в яме лежал тепловоз. На тепловозе, значит, сидел вагон. Причиной крушения явилось то, что рядом с полотном железной дороги проходит речка Кушкинка. И, размыв свои, значит, берега, затопила низину и подошла, значит, к полотну железной дороги, где сделала промоину. Да, в эти последние секунды они думали не о себе. Жизнь пассажиров была доверена им. 200 жизней. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, наградить орденом Красного Знамени машиниста тепловоза Кули Шамурадова, помощника машиниста тепловоза Анатолия Сазонова. Еще недавно ни Кули, ни Анатолий не думали о подвигах. Просто мечтали стать первоклассными машинистами. Учил их этому Павел Сергеевич Горбачев. Шамурадов и Сазонов всегда готовились тщательно к урокам. Ответы их были всегда логичны, обоснованные, серьезные. Чувствовалось, что они к учебе относились вполне серьезно и стремились именно завершить школу. Анатолий Сазонов и Кули Шамурадов. Они запомнятся как люди крепкого характера и большой души.
Кули Шамурадов, депутат городского совета. К нему не раз приходили люди за советом, просто так поговорить, и всегда он находил верный тон, нужные слова. По этим аллеям они бы и сейчас водили своих детей. Это их дети. Теперь они в парке, который назван именем Кули Шамурадова. Письма. Они помогли выдержать невероятную боль утраты, ощутить биение человеческих сердец, взволнованных подвигом. Я полковник советской армии. Я брал Севастополь и переправлялся через Днепр. Был 4 ранен и однажды подорван на мине. По всему мне полагалось отдать жизнь за этих парней. Но получилось иначе. Моя дочь в этом году пошла в школу. Каждый день мы с ней проходим через парк имени Шамурадова. Я слышала, как такой же 7-летний кавалер объяснял ей: Шамурадов — это герой, он жил давно и совершил много подвигов. Они вырастут и поймут, что Шамурадов будет жить всегда. Эти строки помогут малышам понять глубину подвига, совершенного их отцами. Помогут вырасти настоящими людьми. Мы ходим на работу, учимся, любим своих детей. Среди нас и те 200, которые были пассажирами поезда номер 202. И ни один из них не забудет того мгновения, когда подвиг соприкоснулся с ним. Об этом подвиге будем помнить и мы. А для молодого машиниста Володи Яровенко Кули Шамурадов навсегда останется учителем. Шамурадов Кулика был хороший товарищ, отзывчивый. Вот именно благодаря Шамурадову Кули я стал работать машинистом тепловоза. Потому что вот именно он настоял на том, чтобы я подготовился и сдал экзамены на машиниста. Шамурадов и Сазонов еще недавно сидели вот за этими партами. Они писали сочинения о подвигах молодогвардейцев, о мужественных покорителях космоса. А сегодня школьники пишут об их подвиге. Для них 2 друга, 2 железнодорожника — пример мужества и отваги, люди, которым можно подражать. Коммунисты Марийского депо всегда будут чувствовать в своих рядах 2 друзей. Незадолго до катастрофы Анатолий Сазонов стал коммунистом. Путейцы не ошиблись, голосуя за товарища. А Кули Шамурадов произнес с трибуны партийного собрания: машинист при любых обстоятельствах не должен покидать свой пост. Для него и Анатолия Сазонова эти слова не были просто словами. Они подтвердили их ценой своей жизни.